Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Всем известно, что в Туркменистане право на жизнь и на лечение имеет только клан Бердымухамедова, а также их окружение. Простые люди этого права не имеют. Сегодня я хочу начать разговор о беременных женщинах и о смертности новорожденных детей, который в последнее время увеличивается. Всем известно, что медициной управляют ваши женщины, то есть это сестры Бердымухамедова, старшего. Сердар – это твои тетки, которые решают, кому жить, а кому умереть. Я этот вопрос поднимала, и мы уже обсуждали, что во главе стоит Мяхри и Гульнабад. Хоть Гульнабад и ушла, но вопросы медицины и образования так и остались за ней. И если вы этим занимаетесь, Гульнабад и Мяхри, то вы обязаны обеспечить социальную помощь в соответствии с законами Туркменистана. Они не обязаны клянчить деньги на свое существование. Самое интересное, что эти люди, имея огромные деньги, разворовывая целое государство, еще и пользуются тем, что разворовывают те крохи из бюджета, которые должны выделяться на простых граждан. Они должны выделяться на наших женщин и на наших детей. Но клан Бердымухамедова во главе с Сердаром, я обращаюсь к тебе, вы почему-то решили, что это все ваше, и вы не собираетесь выделять деньги простому народу. Я расскажу случай, который произошел в Туркменабаде с Шариповой Хамидой, 1987 года рождения. Она родила ребенка, у нее было кесарево сечение. Эти люди были вынуждены занять деньги, а это было 32 миллиона, были заплачены в хозрасчетную больницу, и у этой семьи новорожденный умер. На сегодняшний день эти люди должны отдать эти деньги, но они безработные. Сердар, а на каком основании вы решили, что наш народ должен вот так нищенствовать, голодать и просить подаяния у всего мира? Ты мне объясни это. По какому праву эти люди не могут найти себе денег для того, чтобы остаться в живых, для того, чтобы у них рождались здоровые дети? Сейчас эта женщина не знает, как отдать долги, и устроиться на работу она не может. Я обращаюсь ко всем твоим холопам. Займитесь этой семьей и помогите людям расплатиться с долгами и нормально существовать. Мало того, что в больницах нет нормального оборудования, ни кислородных станций, у вас даже нет элементарно для новорожденных кюветов. То, что вы показываете по телевизору, и как эти бедные женщины рапортуют, что у них все прекрасно, мы знаем, что на самом деле этого нет. То, что вы показываете, этим могут пользоваться только избранные, у тех, у кого есть деньги. А у кого этих денег нет, они обречены на смерть. Но мы вам не позволим так обращаться с населением. На всех международных платформах мы будем поднимать этот вопрос, вопрос о жизни наших беременных женщин, а также о жизни и здоровье наших детей. Народ имеет право. Халкın hakkı var.